Ислам – это самый лучший путь и высочайший образец в жизни человечества. Поэтому он и определяет самый целесообразный, прекраснейший и полезный путь семейных отношений, подобных которому нет более. Ислам дает точный соответствующий объем функциональных обязанностей мужу, такие же соответствующие своей природе обязанности жене. И если каждый будет действовать в соответствии указанных норм и правил, то не будет на земле более счастливой семьи. Если кому-то из мужчин или женщин не нравится то или иное повеление шариата, то это из-за своего невежества, неосознания сути проблемы, непонимания глубины последствий нарушения законов шариата. Во-первых, девушка, выходя замуж за мужа, она входит в новую семью, в его семью, уже в отца семью. Применительно к Дагестану, к исламу у нас, то эта девушка, она становится как бы дочерью для этой семьи. Вот. И если говорить о поведении ее в этой семье, то она уже должна придерживаться этих правил в этой семье, установленных, естественно, глубокое уважение к мужу, к его родителям. Я считаю, как к родителям должны относиться. Если они вообще находят такие, религиозные, то они вообще будут как мать и дочка, не знаю, как родные должны, и понимать друг друга самое главное. И, взаимопонимание должно быть, конечно, и уважение. Вот, например, там бывает, мужу, говорит, твоя мама такая-то, или твоя жена такая-то. Вот это тоже не должно быть, это, конечно. Бывает, тещу как-то не любят, свекровь, да. Ее нужно любить хотя бы ради того, что она родила тебе мужа, и ты замужем за ее сына. Хотя бы ради этого нужно ее любить, какая бы она плохая ни была. Но нужно с пониманием относиться, как бы. А если свекровь попалась такая, чуть цепкая, надо сабр делать, и как это испытание для меня подумать? Да, это испытание для каждого, если такая попадется, не дай Аллах. На мой взгляд, то, что муж, он изначально, с начала времен, он был главой семьи, то есть она должна его слушаться. Вот. Муж ведет семью, он за нее отвечает не только за жену, но и за будущих детей, которые будут. Женщине не разрешается выходить из дома без разрешения мужа, потому что в хадисе говорится, верующей в Аллаха женщине не разрешается выходить из дома против желания своего мужа. Но и муж не должен быть очень строг в этом вопросе. Ему следует отпускать свою жену для посещения своих родных, родственников, для посещения матери, сестер, отца и так далее. Еще в хадисе, переданном имамом ат-Табарани, рассказывается такая история, что когда один из сподвижников отправлялся на газават, он приказал своей жене не выходить из дома, пока он не вернется. Вот муж отправился в поход, и в это время заболел отец этой женщины, этой жены этого мужа. Тогда она отправила гонца к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросить его, есть ли у нее разрешение, имеет ли она право выйти и навестить своего отца. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, чтобы она послушалась приказам мужа. И она не пошла навестить своего отца, и даже тогда не пошла, когда отец умер. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщает этой женщине, что из-за того, что она послушалась своего мужа, Всевышний Аллах простил грехи ее отца и ввел его в рай. И жена, если она выходит куда-то, она должна знать, что ее муж это позволяет ей это сделать. Она должна ли спросить его мужа, даже если, если его нет, она должна знать, простит ли он ее выход в больницу. Муж тоже должен быть не таким требовательным, должен тоже разрешать. Понимать, отпускать ее, сопровождать в крайнем случае. Жена, в свою очередь, тоже должна выражать довольство деяниями, хорошими поступками, которые совершает муж, теми делами, которые он приносит пользу для семьи, для жены. Потому что в одном из хадисов пророка рассказывается, что посланник Аллаха говорит, что когда он заглянул в ад, то увидел, что большинство обитателей ада это, говорит, женщины. И тогда женщины спросили у посланника Аллаха, а как они туда попали, почему они туда попали.
Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, им сказал, что они, говорит, не замечали хороших деяний мужа своего. Также, когда бы муж не позвал свою жену в постель, она должна согласиться, она не имеет права ослушаться в этом деле своего мужа, потому что в одном из хадисов, переданных имамом Муслимом, рассказывается, что если муж позовет жену в постель, и жена ему откажет, и муж ляжет спать разгневанным на нее, то эту жену ангелы будут проклинать до утра. Но жене нельзя разрешать своему мужу притрагиваться к области между пупком и коленями во время своих месячных. И также мужу тоже запрещается прикасаться. Если он будет наслаждаться этими местами, если будет он прикасаться, то за это он получает большой грех. Жене не следует без необходимости разговаривать много. Особенно нельзя допускать разговоры, которые обижают, ранят душу мужа. В хадисе говорится, когда в этом мире жена обижает, печалит мужа, то горе, предназначенное ему в раю, говорит: «Да уничтожит тебя Аллах, он же с тобой живет временно, ведь скоро он простится с тобой и придет к нам». Если случилось так, что жена рассердила мужа, ранила его сердце, ей следует торопиться в раскаянии и просить у него прощения. Если она уважает своего мужа, она вот не будет кричать, повышать голос, на нейтральном тоне разговаривать тоже. Или вот, например, да, вот всегда поощрять надо, поддерживать надо мужа. Вот, например, если, да, говорят, что даже райские гури проклинают ту женщину, да, ту жену, которая так плохо относится к мужу, да, и поэтому надо все время поощрять, так, как бы поддерживать. Семья – это такая хрупкая ячейка, такая хрупкое создание, что ли, не знаю. Вот. Здесь нужно вопрос решать очень мягко и как бы надо разговаривать, общаться нужно и честность. Жене запрещается отдавать что-либо из имущества мужа кому-то, в каком бы количестве это ни было, если она не уверена в том, что муж с этим был бы согласен. И даже когда она знает, что муж будет согласен, она должна учесть то, что какое количество она дает. Если она дает количество, с которым муж не согласился бы, то это тоже ей нельзя давать. А что касается своего имущества, то есть имущества жены, то она имеет право распоряжаться им как хочет, в соответствии с шариатом. Она может в любом количестве давать его и в садака, или покупать на него то, что сама хочет. Жене также не разрешается соблюдать желательно пост, сунна пост, без разрешения мужа, когда муж хочет насладиться ею. Потому что это препятствует мужу получить наслаждение от своей жены. Если жена соблюдает желательный пост без разрешения мужа, она не только не получает за это вознаграждение, а даже получает за это грех, за то, что ослушалась мужа. А что касается обязательного поста, то она не должна получать разрешение своего мужа, чтобы держать обязательный пост, потому что это то, чему обязал ее Всевышний Аллах. Очень важно женщине сохранять себя от взглядов посторонних мужчин. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил у своей дочери Фатимы, да будет доволен ею Аллах, что лучше всего для женщины. Она ответила: самое лучшее, чтобы другие люди не видели меня, и я не видела их. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, от радости обнял и прижал к груди свою дочь и сказал, что оказывается они родственные души. Однако это не значит, что во время учебы, на работе или же при обращении к врачу мужчины и женщины не должны вовсе видеть друг друга. Если соблюдаются шариатские требования и нравственный этикет, то в этом нет ничего греховного. Конечно, муж должен тоже обеспечивать вот всем, да, как вот мы знаем, что вот из истории, да, тоже, что всем должны вот обеспечивать муж и жена, конечно. Но исраф тоже делать не надо, конечно, но должны понимать, смотря какое у них материальное положение тоже, как бы учитывать и это. Но финансовая часть это не самое главное в супружеской жизни, если вот так взять, я считаю. Я считаю, что они должны знать кого-то, если она так требует много. Она, наверное, понимает, что есть у мужа столько денег, которые она требует. Если у него нету таких денег, она не может этого требовать. Она как бы понимает, что у него есть, поэтому и требует, и муж должен относиться с этим пониманием к этому. Женщина не должна требовать от мужа более необходимого ни в одежде, ни в пище, ни в домашней утвари, ни в посуде, ни в мебели.
В хадисе, рассказанном Хаттаби и Байхаки, говорится, что по приближении конца света человек большей части пострадает, обречет себя на погибель из-за своей жены и детей. Они будут требовать от него много жизненных благ, и он в поисках этого потерпит убыток и в мирском, и в своей религии. Жене также следует отказаться от принятия той пищи, которую муж принес домой, полученную недозволенным путем. Пусть это будет путем грабежа, путем ростовщичества, путем рэкета и так далее. То есть имущество, полученное мужем недозволенным путем, жена не должна принимать и не должна его употреблять. И жена, она должна говорить мужу, просить мужа, чтобы он не приносил домой недозволенную пищу, недозволенное имущество. В те времена, раньше, когда отец семейства отправлялся на заработки, отправлялся в торговый поход с караваном, то дети и жена, семья этого человека просила ему, чтобы он ни в коем случае не приносил домой недозволенную пищу, недозволенное имущество, полученное недозволенным путем, дабы не получить гнев Всевышнего Аллаха. И они говорили, что им лучше голодать и быть в старой рваной одежде, чем за недозволенную одежду, за недозволенную пищу получить наказание в аду. Не думаю, что такими деньгами не должны жить. Ну, как бы от этих денег вообще бараката тоже не будет, да, сколько бы их не было. А если вот хоть мало, но халалами, то от этого уже будет бараката. Поэтому, конечно же, их тратить тоже не надо. И уговаривать можно. Вообще, жена очень, полностью может изменить мужа тоже, если жена такая покорная мужу, да. Вот очень много случаев таких было, да, когда вот, например, жаловались, муж пьет, муж курит, там, и тому подобное. А вот же, там советы были, вот, например, 20 раз вот, в состоянии омовения в 40 дней вот, готовить мужу надо, вот, салават читать надо, вот, прежде чем готовить еду. И вот как бы показывать красоту ислама. И вот так даже мужа можно полностью изменить, вот если жена такая будет покорная и послушная тоже. Также жене следует стараться постоянно радовать своего мужа, сохранять его хорошее настроение. Если настроения нет, то поднимать ему это настроение, получать его удовольствие. Потому что в одном из хадисов пророка саллаллаху говорится, что если женщина умерла и муж был ею доволен, то она, говорит, войдет в рай вместе с первыми, кто входит в рай. Также жена должна во всем, что не противоречит шариату, слушаться мужа. В одном из хадисов, переданных Ибн Хиббаном, говорится, что если жена соблюдает свой обязательный пятикратный намаз в день, соблюдает пост, сохраняет свое тело от посторонних мужчин и слушается своего мужа, то этой женщине обеспечен, говорит, рай. Необходимо вовремя совершать намазы, поминать Аллаха, заниматься домашним хозяйством, наведением порядка в доме, следует довольствоваться благами, которыми Аллах наделил мужа. Обязанности перед мужем должны быть главнее, чем обязанности перед родителями. Находясь дома, жена всегда должна быть чистой, опрятной, красивой, надушенной благовониями, всегда готовая выполнить требования и желания мужа, и эту готовность ей следует выражать намеками, знаками, словами. Она всегда должна быть милосердной и заботливой к детям. Нельзя ругать детей и мужа, и тем более проклинать их. Необходимо стараться дать детям правильное духовно-нравственное воспитание. Нельзя прерывать мужа, пререкаться с ним, нельзя перед мужем кичиться своей красотой и упрекать его в уродливости, нельзя унижать его. Если муж уехал в командировку или в путешествие, жене следует проявлять печаль, а по его возвращении радость. Ей следует показать, как она соскучилась по мужу, следует чистить его одежду, готовить ему еду. К указанным правилам этикета, которые жена должна проявлять к мужу, можно еще добавить следующие действия жены тоже. Жена должна оставаться у себя дома, она не должна там выходить на улицу или же там в окно смотреть, или же на крышу подниматься, чтобы посмотреть на посторонних мужчин. Также жена, она не должна проводить много времени в разговоре с соседями, она не должна знакомиться с друзьями мужа, иметь с ними какие-то отношения. Ей не следует ей нельзя поднимать голос на своего мужа, ей нельзя с ним ругаться.
она во всем и всегда, и дома, и на улице, и везде, она должна сохранять авторитет своего мужа, должна относиться к нему с почтением. Она, даже если муж ей разрешил выйти из дома, и идя по улице, она тоже должна найти и такую дорогу, на которой меньше всего людей, на которой на нее могут пасть меньше всего взглядов посторонних мужчин. А одета она должна быть неброскую, такую незаметную, скромную одежду. И она ни в коем случае не имеет права изменять своему мужу ни телом, ни имуществом. Я мусульманин, я знаю, как должна быть женщина одета по исламу. Соответственно, это для меня был бы идеальным вариантом формы одежды. Хиджаб, да? Вот. В остальном, то, что вольное поведение девушка, это, конечно же, очень негативное явление в обществе нашем, которые не у нас были зарождены. Это пришло извне. Вот. И, в принципе, во многом наше общество само и виновато, что допустило это все. Воспитание и так далее. Вот. Я бы для себя такую невесту не хотел бы ни в коем случае. Для меня, в принципе, самое лучшее, это если девушка будет скромно вести себя в обществе, не будет стараться одной не появляться вообще в обществе. Вот. С родителями, там, ну, если она учится где-то или работает, то коллективом. Вот. Это допустимо еще. И даже если в отсутствии мужа кто-то из его знакомых или же вообще незнакомых людей придет домой, то ей не следует открывать ему дверь, ей следует разговаривать с этим человеком из-за двери, чтобы он ее не видел. И даже лучше будет, если она свой голос изменит, чтобы этот человек не узнал ее, чтобы подумал, что это старая женщина какая-то из дома с ним разговаривает. Хотя шариат и не обязывает, но все равно жене следует брать на себя такие действия по дому, хозяйственные действия, и не оставляя их на мужа. Это и действия это такие, как приготовление еды, стирка одежды, уборка в доме, кормление скота, приготовление теплой, горячей или там, холодной воды для полного малого омовения и так далее. Все эти действия желательно, чтобы жена не оставляла на мужа, потому что у мужа бывают свои заботы, свои более важные дела, а чтобы жена сама их выполняла. Это уже, в принципе, уже у нас в Дагестане давно распределены эти роли. Вот. Я хотел бы единственное подчеркнуть, в принципе, мы все знаем, что женщина там обязана за домом смотреть, хозяйство вести, муж должен кормить семью, приносить в дом средства для существования. Вот. Единственное, хотел бы внести немножко такую коррективу, что ли, чтобы нельзя вот жестко вот так вот разграничить. Семья – это ячейка, в которой должны быть отношения человеческие, и если что-то с чем-то не справляется женщина, то есть муж должен помогать. Вот. Не брать на себя обязанности, а помогать. Если муж в чем-то не может справляться, то, соответственно, жена должна помогать. Если такие отношения будут в семье, то эта семья будет очень крепкой на долгие года. Если муж не прав, жене не следует своей руганью, упреками отталкивать его. С ним следует говорить мягко, вежливо и просить Аллаха, чтобы он наставил его на путь истины. Если женщина соблюдает указанные этические нормы, то она будет счастливой. Даже если на этом свете ей будет трудно, а в загробном мире она будет женщиной, которой доволен Всевышний Аллах. Для женщины очень важно, прежде чем выйти замуж, быть бдительной и разумной в выборе мужа. Ей не следует выходить замуж за первого встречного, а необходимо выбрать богобоязненного спутника жизни, который верит в Аллаха, умеет работать как для бренного, так и для мира вечного. Да поможет им в этом Всевышний.